Родина – это место, где ты родился, вырос, провел свои детские годы. Она всегда будет тянуть, где бы ты ни находился. Наш земляк, чемпион Америки по боксу, чемпион мира по кикбоксингу Хабир Сулейманов прожил на американском континенте более 10 лет. В возрасте 23 лет они с братом-близнецом Сабиром бросили монету и решили, что нужно ехать в Америку воплощать свою мечту. И лишь в 2014 году Хабир вернулся в родные края. Он обладатель истинного воинского духа, ведь выходящий на боксерский ринг в башкирском костюме боец всегда настойчиво идет к победе и добивается своей цели. Увлекаться спортом Хабир начал с детства, и это были шахматы. «Мы жили в маленькой деревушке, там даже школы не было», — говорит Хабир. Но, несмотря на это, они все же выбрали спортивную стезю. На районных и региональных соревнованиях по шахматам всегда занимали призовые места и становились чемпионами. Кикбоксингом и боксом братья Сулеймановы начали увлекаться намного позже, в студенческие годы. Во время учебы в университете этот вид спорта являлся неотъемлемой частью их жизни. Братья Сулеймановы провели множество боев, в которых всегда показывали хорошие результаты, одерживали многократные победы. После окончания университета они отправились в Америку, где и началась их боксерская карьера. После того, как поступили в университет, в Челябинске с 98 года начали, когда 18 лет было, ну почти 19 уже, мы начали заниматься кикбоксингом. И до конца университета прозанимались кикбоксингом, и после университета уже улетели в Америку с Сабиром целенаправленно, именно с целью, чтобы заниматься боксом профессионально. Брат Хабира, Сабир Сулейманов, вскоре вернулся на родину. Сам же Хабир остался в Америке, чтобы продолжить свою боксерскую карьеру. И не зря. На данный момент на счету у него колоссальное количество наград, в том числе золотая перчатка и двукратное звание чемпиона Америки по боксу. Отрадно то, что во всех боях Хабир Сулейманов на ринг выходил в национальной башкирской одежде. Истинный патриот своей родины, нации и народа. Я продолжил профессиональную карьеру боксера. Провел 2 профессиональных боя, 2 раза становился чемпион Америки по боксу среди профессионалов. Последний бой провел 2,5 года назад, в августе. Тогда мы выступали с Денисом Шафиковым в одном шоу. Наряду с боксом Хабир Сулейманов увлекается литературой. Он прочитал много книг. Как отметил сам спортсмен, все эти годы, проведенные вдали от родины, читал книги на родном языке, следил за новостями, происходящими в наших краях и, естественно, очень тосковал. Возвращение домой было долгожданным для него событием. Теперь же Хабир активно развивает спорт среди нашей молодежи. Например, в Уфе он открыл спортивный зал. Кроме этого, Хабир Сулейманов презентовал свою романтическую книгу «Башкирхан». В Сибае, в Центре детского творчества, горожанам предоставилась возможность ознакомиться с ней и задать автору интересующие вопросы. Вот таким Хабир Сулейманов оказался разносторонним человеком. Однако и это еще не все. На данный момент он работает над фильмом «Нелегал». Это история, которая тесно связана с жизнью спортсмена на американской земле. Конечно, нелегалами мы не были, но вот с трудностями, которые присутствуют в фильме, мы все же столкнулись, признался Хабир. Что ж, нам остается лишь ждать дату, когда на афишах будет объявлена премьера данной киноленты. Ведь зная упорство этого молодого человека, уже можно сказать, что кинозадумка будет реализована на 100%. Данил Алибаев, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.